Ну, это так мне интересно. Дорогие друзья, все коллеги, которые сегодня собрались, у нас в июне огромное количество массовых мероприятий. Мы хотели бы попросить вашей помощи для того, чтобы каждый житель нашей республики был ознакомлен с этим событием. И чтобы потом никто не писал в социальных сетях или в наших обращениях, как же вы нас не предупредили, и мы не успели посетить это событие. Что увидела? Со 2 по 8 июня у нас в республике, в Якутске, вернее, прошел фестиваль «Виктория». Были? А билеты достали? Вы как? Видите, так. Дошло до того, что да, у нас оказалось, что не совсем подготовлены, или как, в самом случае, не всем хватило билетов, которые хотели. Мы даже, когда организовывали фестиваль, думали, сомневались, удивили, придут ли люди в театр. Но вот говорили о том, что это вообще исключено, июнь не театральный месяц, не надо нам проводить фестиваль в июне. Ну, хорошо, что договорились, провели, организаторы так отработали, что действительно места не было. И в театре Петроградки, и в Сахатяне. Ну, других каких-то широких площадок мы не предполагали. Можно было, наверное, несколько дней продлить или как сделать. Или наоборот, так сделали. Так же бывает, когда очень хочется кушать, да, тут мясо пожарили, и чуть-чуть не хватило, всегда кажется очень вкусно. Правильно? Получился фестиваль, который у нас получился таким вкусным, интересным и востребованным для наших детей. А теперь мы сидим в Национальном художественном музее. Пригласили вас всех для того, чтобы сделать вам подарок. Сразу после нашего интервью мы приглашаем вас на экскурсию. Пойдете? Не торопитесь? Ага. Обязательно посетим Третьяковскую галерею. Вход стоит 600 рублей, для вас сегодня бесплатно. Это вот подарок сегодня, правильно? Первая моя просьба, то, что я хотел сделать, и пресс-службой, да, пресс-службой нашей Национальной художественной музея, чтобы отработали, давайте сделаем Третьяковскую галерею интересной. Мы сюда привезли 50 картин и 6 скульптур. И Влада самая готова сама представить еще искусствоведа и вас, кто возьмется за это дело, чтобы мы каждый день информировали что-то о работе этого. Не просто как анонс этих событий, да, таких новостных, о том, что к нам приехала Третьяковская галерея, туда-сюда, а открывали каждую страницу маленькой книжки, например. Открываем Золотошвили, Тропини. Искусствовед рассказывает, и мы анонсируем. Каждый, кто-то сидит там, читает за завтраком или в день знакомится с новостями, видит, ух ты, какая интересная картина, наверное, надо сходить в внучку, да? Или открываем следующую картину, и там большая вода. Все думают, как, я думаю, что самый пострадавший из наводнения какой? Намский район, да? Намский район читали, говорит, надо сходить. Ну и у нас появятся некоторые якутские художники, которые напишут, наверное, да, большая вода в Якутии. Тоже может быть, да, представляем. Если мы 50 картин поставим на поток, раскрывать каждое содержание картины, желающих посетить Третьяковскую галерею, я уверен, будет больше. Интерес выставки будет огромный, и мы получим максимальное количество людей, которые хотят посетить, посетят, и главное, большее количество людей, которые будут вовлечены в этот нашу историю, историю нашего искусства и художества, вот, скажем, Российской Федерации, мировой искусства. Согласны? Возьмемся так работать. Вот Наташа Машкина тогда с вами свяжется и сделает, да, такую страничку Третьяковской галереи, то есть ежедневный день Третьяковской галереи Национального художественного музея. Первое. Во-вторых, у нас 12 июня День России. Помним, да? Мы откроем выставку музея «Моя история», которая посвящена будет театральному искусству, истории театров, национальных театров Российской Федерации, в основном театров наших. Выставка будет виртуальной. Дмитрий Иванович немножко может даже рассказать, но мы готовы тоже анонсировать, и мы 12 июня посвятим его в целом Дню Российской Федерации. Во всей нашей библиотечной системе откроются выставки «Россия. Моя Родина», это 500 лишних библиотек. Все 8 государственных музеев и 48 муниципальных музеев тоже будут посвящены Дню России. Общая тема. Мы патриоты своей Родины, мы знаем историю своей Родины, мы любим место, где мы родились, и мы все россияне. Общая тема такая. Чуть не успеем как бы отдохнуть, готовится к СФ Волонков, Дмитрий Вестинов 16 июня всех нас приглашает сыграть Таханус. Придете играть Таханус?
Во сколько дней? 12 часов, да? 12 часов. В 11 часов мы все соберемся на площади Орджоникидзе, около памятника Аюнского, перед Сахатеатром, и проведем флешмоб по всей нашей республике, посвященный открытию конкурса, такого уникального конкурса, да, который проводится в мире только у нас. Прошло 9 лет, да? Третий раз, а так последний раз было 9 лет назад. В 2011 году, это было 11 лет назад было. Через 11 лет вот проводим конкурс. Участвуют 39 человек, из них 9 из Якутии, 10 человек участвуют будут онлайн, остальные все приедут. Это будет удивительный конкурс, и мы должны определить 9 лучших мастеров, которые сегодня виртуозно играют на хамусе. Им всем оденем серебряные медали, общее признание, и мы должны обеспечить, чтобы весь мир знал о них. Сможем это сделать? Поможете? Молодцы. Вот мы тогда, если обеспечим, потому что в Якутске определили виртуозов игры на хамусе. Это будет главное событие 16-17. Гала-концерт 17-го, а Сан Саныч, у тебя 17-го уже открытый, да? А вот русский академический театр, мы не успеем там закрыться, уже будет открывать двери большого, скажем, гастрольного турне Приморского драматического театра. Он носит что-то имя? Имени Горького. Имени Горького. Они приедут большим коллективом, и в 17-м «Мастере и Маргарита» будет играть русский академический драматический театр. Вот Лобанов пришел, по-моему, несколько пригласительных, готов вас пригласить 17-му премьеру. Да? И вот у нас интересно будет, я думаю, они будут играть 9 дней, да, до 27-го. Нет, по 26 число. По 26 число у нас будет спектакль, все стоят. 6 спектаклей. Так, я понимаю. Вы когда-нибудь видели такой спектакль? Нам придем, мы зальем водой вот сцену Сахатеатра, обледеним, и вот на сцене Сахатеатра будет каток небольшой. Ну, это такой анонс. Приходите смотреть спектакль на коньках. Притом классический спектакль «Женитьба Гоголя». Я думаю, что билетов опять не хватит, да? Он Тимофеевич предлагает, чтобы не 2 спектакля сделать, а несколько. Один еще ночной может поставить. Ну, если согласятся. Если мест не хватит. Ну и 27-го, как только все гости из СССР, ну не забудьте, что 25-26 у нас пройдет СССР, на СССР будет в этом году в другом секторе, я не помню в каком секторе, параллельно организован Сабантуй в честь приезда наших гостей из Татарстана. С общиной татарской здесь будет небольшой Сабантуй. Мы в части культурной программы примем участие. Возможно, делегация Татарстана во время Российского Туймада там даст отдельный тоже концерт на площадке, где расположены наши учреждения театра. 27-го к нам приедут уже гости, Вадим Владимиров подробнее расскажет, которые займутся классической музыкой и музыкой для всех. Пройдет конкурс «Розовая чайка», мы определим победителей. У нас этот конкурс проходит 1 раз в 2 года, да? Востребовано всем участникам, детям, взрослым, в основном детские, да, подростковые, выплачиваться будут именные денежные премии, ну и призовые. 25, по-моему, участников жюри уже подтвердили, купили билеты, 27 они уже будут у нас в Якутске. И это мероприятие плавно закроет наши имя. Мы хотели анонсировать, что каждый день будут какие-то культурные мероприятия. Они все востребованы. Они будут все проходить только 1 раз в году, и только здесь, в Якутске. И пройдут в год столетия. Весь июнь. Правильно? Надеюсь, в июле отдохнем. И в сентябре, и в августе, а в сентябре начнем новый цикл тоже всех наших мероприятий, которые посвящены большому празднику столетию образования Республики Саха-Якутии. Для нас, работников культуры, на самом деле, это прежде всего работа, ответственность перед своими зрителями, перед населением, для того, чтобы все были вовлечены в процесс. Такого понимания, что 100 лет этот праздник для каждого жителя нашей страны. Я пропустил шедевры ЮНЕСКО, которые приедут к нам 19. 19 уже гости приедут сюда, 20 по 27 они будут работать на территории нашей республики. 20-21 Верхневильский, остальные дни в Якутске, 25-26 на Республике Туймада. Правильно?
Несмотря на все санкционные ограничения, культура преодолела эти все границы, и к нам едут деньги. 6 человек, правильно? Театр Кутия там. При этом сами далекие гости у нас получаются. Азербайджан, Армения, Корейская Народная Республика примет участие онлайн. Так получилось, что, к сожалению, прямых рейсов к нам нету, не смогут прилететь. Но тем не менее, все гости, которые были заявлены, поддержали это направление. Он проводит у нас 4-й раз, да? 4-й фестиваль «Шедевры ЮНЕСКО» на земле Олонхо, они встретятся. Это будет такое взаимное общение между нашим Олонхо Султами, театром Олонхо и теми коллективами, которые предоставляют вот такое высокое звание шедевров ЮНЕСКО во всем мире. Раньше, конечно, мы это большим масштабом делали, но в этом году санкционных ограничений все-таки возымели действие, но тем не менее весь праздник состоится. Я про всех сказал, да? Никого не пропустил? Да, Монголия, Киргизия. Да, с монголами получилось. В этом году монголы во всех праздниках приедут, правильно? Киргизия, Монголия, Казахстан во всех праздниках. И еще 18 июня мы всех приглашаем на десерт Хангаласского Улуса. Во-первых, близко. Во-вторых, Ортодойду у нас такое сакральное место. В-третьих, мы там проведем международный фестиваль круговых обрядовых танцев. Тоже очень интересное мероприятие. Приедет, участвует Монголия, участвует Бурятия, участвуем мы. То есть вот этот наш особый обрядовые танцы фестиваль в этом году центральное место пройдет в Хангаласском Улусе. 16 июня на Амском Улусе пройдет тоже республиканский сет, посвященный юбилею Максима Кировича Амосова. Но тоже уже имеющий отношение к столетию нашему. Получается, все дни в июне мы работаем. Да? Почти что не осталось выходных. Будете что-то спрашивать или передать микрофон так, чтобы каждый высказался вкратце? Да. Начнем с Влады, хозяйки, которая расскажет, о какой картине сегодня Влада расскажешь? Самое интересное. Ну вот, возвращаясь к фестивалю территории, я хотела бы отметить, что у нас проходит здесь очень неординарная, смелая выставка Московского музея современного искусства «Человек его ландшафты». Она занимает 2 локации на 1-м этаже, напоминает квест-игру, очень необычная, с использованием мультимедиа, с использованием новейших технологий, одновременно там есть живопись, скульптура. То есть вот помимо такой большой выставки, как «Сокровища» Третьяковской галереи, благодаря фестивалю «Территория», я благодарю правительство и Министерство культуры, которое инициировало проведение этого фестиваля в рамках столетия СССР. Наши жители имеют возможность посетить вот эту уникальную выставку. На ней представлено более 100 произведений. Вот. Поэтому в нашем музее сейчас проходят 2 крупные выставки. Это «Сокровища Третьяковской галереи» и выставка «Человек его ландшафты» Московского музея современного искусства. Ну и, как Юрий Степанович сказал, в рамках дней Татарстана в Якутии здесь будет открыта тоже масштабная выставка. 300 предметов будет представлено из музея Татарстана. Это Елабужский заповедник. Называться будет выставка «В гостях у татар». Помимо живописи, скульптуры, там будет представлено декоративно-прикладное искусство, в том числе и ювелирное искусство. Серебро национальное, изделия из кожи. Вот. Так что у нас достаточно горячий месяц, июнь. Но вот эти крупные выставки пройдут до 17 июля. И в связи с востребованностью у посетителей мы поменяли режим. Во-первых, наш музей будет работать без выходных, без праздничных дней, с 11 до 19. В среду мы работаем с 12 до 20 часов вечера, чтобы и те, кто работает, мог после рабочего дня зайти и познакомиться с экспозициями. Ну, это у меня все. Ну, вы знаете, что исторический парк «Россия. Моя история» – это такой крупный республиканский просветительский центр, музейный комплекс. Конечно, в ближайшее время у нас тоже предстоит много интересных мероприятий, но, наверное, самое крупное из них – это наш национальный государственный праздник, это День России,
в которой мы традиционно проводим очень интересные комплексные программы для посетителей всех возрастов. Как Юрий Степанович сказал, в этот день мы открываем очень интересную выставку, которая у нас посвящена театрам Якутии, на которой будут представлены в мультимедиа формате и с непосредственными предметной составляющей 9 государственных театров Якутии. Также я хотел бы отметить, что эта выставка будет дополнена экспонатами, предоставленными Якутским государственным объединенным музеем, Национальным художественным музеем и музеем музыки и фольклора. Я думаю, что будет очень интересная выставка, и она у нас приурочена к проведению 24 июня в Якутске Конгресса национальных театров России. Если говорить о программе мероприятий Дня России, конечно, 2 года пандемических на нас очень сильно в этом плане сказались, и мы не могли проводить такие обширные мероприятия. И мы очень рады, что наконец-то мы можем позволить себе, нашим жителям Якутии, поучаствовать в такой интересной программе. Вспоминая 19-й год последний, когда мы проводили такую программу, приняло в ней участие 1500 человек. Мы думаем, что этот год тоже будет не менее многочисленным. Программа состоит из более чем 10 разных мероприятий. В первую очередь хотел бы сказать, что этот день у нас традиционно является днем открытых дверей. То есть все выставки, как постоянные экспозиции, так и временные экспозиции, являются абсолютно бесплатными для всех. И хотел бы отметить, что недавно у нас к столетию республики была открыта очень интересная и долгожданная, я бы сказал, экспозиция, которая называется «Современная история Якутии», которая охватывает период от конца XIX века до, по сути, настоящего дня. И которая представляет собой не только мультимедиа, отображенную мультимедиа истории Якутии за весь этот период, но и предметную составляющую, где практически человек может себя почувствовать частью той эпохи, увидев натуральный предмет или, представив себя государственным деятелем, увидев все этапы развития нашей Якутии и разных ее отраслей за этот период. Также у нас имеются выставки сейчас «Путь Стерха». Это наша сакральная птица, которую мы открыли совместно с Министерством охраны окружающей среды, охраны природы. И также совместно с компанией «Алроса», может быть, вы слышали, мы открыли выставку в День Республики. Называется она «100 именных алмазов к столетию Якутии», где можно увидеть точные реплики алмазов, которые дополняются, и к концу года мы думаем, что у нас их будет 100 как раз таки, да? Которые представляют собой именные алмазы, названные в честь наших героев Советского Союза, героев социалистического труда, наших выдающихся деятелей. Программа Дня России будет интересна тем, что у нас будет выставлена техника, пожарно-спасательная техника, которая очень большим интересом пользуется у детей, и активно, и сотрудники соответствующих служб разъясняют, поясняют, дают посидеть за рулем и так далее, предназначение этой техники. Также у нас будет катание на квадроциклах. Если позволит погода, возможно, у нас будет также и катание на воздушном шаре. Что касается контента, то мы в этом году в юбилей 350-летия выдающегося нашего императора, реформатора Петра I, тоже предоставим интересные программы. Это квиз на тему реформы Петра I, в котором тоже можно будет поучаствовать.
более старшего возраста, и детская программа отдельная в экспозиции романов, посвященная как раз-таки Петру Первому. То есть мы наших детей тоже должны просвещать в этом плане. Вот. Также будет совместно с кинологической службой МВД, скажем, представление со служебными собаками и много еще чего интересного. Дальше у нас планируется тоже в рамках Дней Татарстана в Якутии открытие 22 числа, 22 июня выставки, посвященной 1100-летию принятия ислама в Волжской Болгарии. Но сейчас мы ведем переговоры дополнительные о том, чтобы эта экспозиция была дополнена историческим материалом, относящимся к истории вообще развития Татарстана. С 17 по 26 июня у нас приезжает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького. Они везут нам 6 полноценных масштабных спектаклей. Это все будет привозиться 3 фурами, то есть можно уже понимать, что это все будет не вырезанное состояние, а максимально. Мы постараемся все это разместить и адаптировать наши сцены, потому что если брать размеры нашей сцены и сцены именно театра имени Горького, конечно же, это разница грандиозная, порядка 1,5-2 раза она больше у них. Но тем не менее наш визит к ним в прошлом году у нас состоялся, мы как-то не очень смогли показать свой репертуар, и надеемся, что здесь тоже у них будет полноценно представлена вся программа, которую они везут. Это 6 спектаклей. Если вы на экран смотрите, то в принципе видите, это и крейсера. Крейсерами, кстати, они будут закрываться 26 числа. Это «Мастер Маргарита», это «12 стульев», это «Илиаф и Евгемон», это «Поминальная молитва», это «Иванов». Все действительно это спектакли по довольно серьезным произведениям, и я думаю, что на свой вкус любой зритель сможет найти для себя, что посмотреть. Но, честно говоря, у нас, к сожалению, не было возможности, когда мы к ним ездили в прошлом году, посмотреть репертуар театра, но сейчас надо уже оставить. Так что приятно и бесполезно. Будет составлен и подписан референдум о сотрудничестве в этот приезд. Если говорить о театре, театру в этом году, я опять говорю о Горьковском театре, исполняется 90 лет, а его художественному руководителю, который будет возглавлять всю команду, 120 с лишним человек, который должен приехать. Кстати, там будет порядка 3 курсов Приморского института культуры вместе с ними в этой команде. Это именно такое количество задействовано в крейсерах. То есть уже о масштабе мы говорим, да? Сам художественный руководитель в этом году тоже у нас юбиляр, ему исполняется 75 лет. Это Ефим Самойлович Кузьминянский. Мы с удовольствием здесь готовимся к этому встретить по максимуму, как должно быть. На сегодняшний день у нас, конечно же, продажи идут уже порядка месяца, и остались уже билетов фактически нет, но если хотите попасть, то надо успевать, конечно. 16 числа у нас состоится пресс-конференция в 2 часа, так что милости просим, можете задать впрямую вопросы, которые вас интересуют. Это первый в истории приезд именно этого театра в Якутск. Так же, как мы в прошлом году впервые приехали и работали на их сцене, сейчас своего рода ответный визит. Мы будем рады их встретить, и я думаю, что и зрители наши тоже не будут равнодушны к их приезду, и постараемся, чтобы, скажем так, данный диалог между театрами он только развивался дальше, и в будущем мы могли видеть еще не один приезд, не один показ этого театра на нашей площадке. Если есть вопросы, можете задать сразу же. Если нет, объективка по приезду есть, я могу отправить к нему. Добрый день, дорогие друзья. Довольно много информации сегодня о предстоящем
международном конкурсе уже есть пространство в СМИ. Уже мы начали свою рекламную кампанию уже с апреля этого года. И буквально меньше недели у нас осталось для организации данного мероприятия. Но, как Юрий Степанович говорил, что у нас Хомусист Виртуоз мира проводится 3-й раз, но раньше два этих мероприятия они были проведены именно в рамках международного конгресса фестиваля. А сейчас данный конкурс будет проводиться именно как отдельное мероприятие. Вот. И у нас плановые даты это конкурсные дни 16-18. И на основании положения в эти дни мы будем рассматривать именно 39 участников, которые заявились из разных стран мира. Приедут сюда принимать участие на месте Киргизия, Монголия, а также в числе наших международных членов жюри приедут из Японии, Венгрии, Австрии, из Республики Тыва, а также наши виртуозы, хомусисты и аксакалы этого дела. Вообще мероприятие является реализатором социально-экономического развития, программы социально-экономического развития нашей республики, так как в стратегических целях этой программы именно в разделе культуры есть 4 основные направления. Это СИЛХ, АЛГС, УЛАМХО и ХОМУС. И там в стратегических целях данной программы написано именно выход этих направлений в международное культурное пространство. Это сегодня мы с отраслевым министерством и правительством будем реализовывать данные стратегические цели. Вот. И мы планируем, один из массовых по программе мероприятий у нас будет именно 16 числа, в день открытия мероприятия. Там будут принимать участие вся население нашей республики с охватом наших муниципальных районов. И там в этом месте, в площади Орджоникидзе, мы будем организовывать большой такой массовый флешмоб. Там могут принять участие все желающие. Мы уже по платформе WhatsApp направляем по всему населению уже Google формы, чтобы они прошли регистрацию. И, конечно же, там в этом символе, который мы будем устанавливать именно в флешмобе, будут ограниченное количество людей. Там принять участие остальные будут как бы дополняющие. Вот. И данный проект поддержан на уровне правительства нашей республики, а также и на федеральном уровне, так как мы в начале этого года подавались на конкурс грант главы президента нашей страны, фонд культурных инициатив, и данный грант мы выиграли в размере 2,5 миллионов и уже в эти дни реализуем эти финансовые вопросы. Вот. И у нас пресс-конференция по этому мероприятию планируется 15 числа в 5:30. У нас там и подключатся наши зарубежные участники. Также сразу после пресс-конференции у нас будет проходить именно жеребьевка, кто за кем будет выступать. И уже завтрашнего, уже с 16 числа у нас уже активно начнется торжественное открытие, далее уже конкурсные программы. Там же у нас будет проходить выставка «Якутск Мекка Хомуса» на первом этаже Сахатеатра с участием наших государственных музеев и частных коллекционеров. И тоже с участием будет еще отдельная выставка на втором этаже. Это производитель товаров местного производства МХП. Вот. Собственно, все. Если будут вопросы. Сейчас спрашивают, когда будет гала-концерт? Гала-концерт у нас будет в 7:30, 17 числа. 17 числа, да. И Стоит билет? билеты стоят по 600 рублей. Они уже в прошлую субботу вышли в продажу. По Пушкинской карте можно? По Пушкинской карте пока нет, так как вот именно аккредитацию мы, два отдельных учреждения как бы совместно работаем, и там аккредитацию у нас как бы не получилось это порвать вовремя. Но продажа этих билетов производится на кассах Сахатеатра, а также их можете приобрести электронно. Как же мы, вот вчера был концерт, спектакль Юрий Петель.
вообще аншлаг был. У нас на галах концертах кому-то Ну, будет? очень надеюсь. Ну, уже у нас как бы спрашивают, звонят, уже, ну, фактически уже как бы продажа идет активно, и буквально на днях она уже закончится. Наш театр да, ждет гостей 22 по 26 июня. У нас пройдет Конгресс национальных театров. Пленарное заседание, которое запланировано 24 июня, в музее «Моя история» будет. Запланировано на сегодняшний день 30 региональных театров, в том числе 5 театров из Якутии. Это Саха-Академический театр, театр Ланхо, театр юного зрителя и Финский театр. В это время тоже пройдут дни Александрийского театра. Приедут актеры и те работники, 70 человек. Будут они играть спектакль Гоголя «Женитьба». 24 и 25. Билеты недорогие, стоят 1500 и 2000 рублей. Состоится очередной 4-й международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Олнхо. Ранее этот фестиваль проходил в рамках международных игр «Дети Азии». В этом году впервые он пройдет в рамках цеха Олнхо. И наши участники должны будут 20-21 июня быть в Верхнем Луиске для того, чтобы представить и открыть фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКо на земле Олнхо. В этом году на фестивале принимают участие 6 стран и 6 регионов нашей страны. Да? Это Армения, Азербайджан, Индия, Кыргызстан, Монголия. Из регионов Российской Федерации Калмыкия, Алтай, Тыва, Бурятия и также из Москвы, да, примут участие участники. Хедлайнером фестиваля является санскритский театр Кутиатам. Шедевр ЮНЕСКО тоже входит в список шедевров ЮНЕСКО. И свою программу он представит 23 июня в Театре оперы и балета. Также состоится большой концерт, да, гала-концерт участников фестиваля. Он будет 26 июня, также в Театре оперы и балета. Вообще все мероприятия фестиваля у нас пройдут на разных площадках, да, нужно будет внимательно следить за афишей. И это Саха-театр, театр оперы и балета, театр КМС, театр юного зрителя. Да. В театре юного зрителя будет исполнение азербайджанского дара совместно с филармонией Якутии, цирк, вот, и театр оперы и балета. А также балетная школа. Что еще? Ну, несмотря на трудности, да, дорогие, да, мы постарались сделать программу очень интересной. Концерты — это прекрасные, да, но также я бы хотела подчеркнуть, что мастер-классы и творческие встречи с участниками фестиваля, они тоже стоят того, да. Например, будет очень замечательная лекция с санскритологом, научным сотрудником Института мировой литературы Натальей Ростиславовной Лидовой, да, о мистерии ЦАМ, которая была восстановлена в 2012 году, очень долгое время на территории Российской Федерации. Эта мистерия вообще не исполнялась, ну, не то чтобы не исполнялась, не проводилась, да? Это ритуальная такая мистерия. И будет очень интересно, я думаю, послушать об этом. Кроме того, будет мастер-класс по горловому пению, по калмыцкому народному танцу. Мы увидим армянские качари, услышим пение урденду, протяжное пение урденду Монголии. Также мы сможем стать свидетелями нанесения грима в эстетике театра, где там. Приходите, будет очень интересно. Значит, 4-й, как уже сказали, международный конгресс «Музыка для всех» как феномен музыкального воспитания.
а также второй открытый конкурс «Розовая чайка». Ну, в этом году у нас сейчас заявились, прием заявок закончен, заявились более 1200 человек, из них 400 человек будут принимать участие очно, они подъедут. Как Иосиф Иванович уже сказал, это будут и зарубежные также участники. Конкурс разделяется, как Иосиф Иванович тоже сказал, на образовательную часть, где будет проходить сначала конгресс 2 дня в здании Дома правительства номер 1 и Дома правительства номер 2, где будут лекции довольно известных музыковедов и музыкантов. И 29 числа мы открываем в Театре Первого лета второй открытый конкурс «Розовая чайка». Значит, чем он интересен? Это конкурс академической музыки, но в этом конкурсе, я думаю, что это впервые вообще в стране и, наверное, даже, возможно, в мире, мы проводим конкурс по номинации «Музыка для всех». То есть это все люди, которые в какой-то той или иной степени изучают музыку, но любят ее, да, они могут попытать счастье в номинациях «Музыка для всех». И в этом году у нас открыты новые номинации. Это оркестровая, ансамблевая, духовая музыка, хоровое пение и академическое сольное пение. Раньше у нас не было по этим направлениям. Жюри будут представлять, значит, именитые деятели, ну и музыканты. Есть там представители Казахстана, Киргизии, Монголии. Вот. Ну, а сам конкурс будет проходить как обычно, то есть прослушивание будет проходить в стенах детской школы искусств 1, 2, музей, значит, затем музыкальный колледж и высшая школа музыки. Тоже всех ждем, конкурс открытый, можете все послушать, просто самый конкурс на послушание посетить и посмотреть. Но в предтече то, что вот, это нужные вещи, потому что академическая музыка, она очень долго развивается, ребенок готовится, прежде чем стать кем-то в мире музыки, начинается все это с раннего образования. Поэтому вот, какие-то небольшие успехи у нас, можно сказать, есть. В этом году на 21-х Дельфийских молодежных играх наша республика впервые привезла полный комплект наград, золотую, серебряную, бронзовые медали. И это тоже является результатом вот такой планомерной, кропотливой работы, потому что воспитание настоящих художников, настоящих музыкантов – это очень длительный процесс, и обучение длится минимум 15 лет. Поэтому... Это приезжает по программе «Большие гастроли». Это федеральная программа «Росконцерта». Сахатеатр взамен едет к Элисту и на Александрийский театр. В сентябре 26, 27, 28 Сахатеатр будет ставить спектакль на сцене Александрийского театра. Это общая федеральная программа обмена гастролей, где финансируются проездные расходы, провоз декораций, для федеральных театров еще выплачивается некоторая денежная часть гонорара. То есть к нам еще по этой же программе приедет Большой театр в сентябре. В сентябре 23, 24, 25 года у нас будут гастроли Большого академического театра в этом театре уже порядка. Да. Это все, да, известная программа. Да. И вопрос в чем? Благодаря тому, что у нас есть комитет столетия образования и государства, и возглавляет Юрий Петрович Туркин, было принято решение уже 3 года назад. И все эти гастрольные программы, они встроены в федеральный бюджет. Все вот музыка для всех мы проводим за счет федеральных средств. Большой театр приезжает к нам за счет федеральных средств. Мы едем в Большой театр, наш театр. Но это уже наши средства, это наша программа. Сахатеатр Александрийский приезжает за счет больших гастролей. Сан Саныч в прошлом году ездит по большим гастролям в Владивосток, в этом году Владивосток приезжает к нам. И когда приедет к нам? В этом году тоже. Да, очень приедет, значит, еще Калмыкия к нам. Сахатеатр. Театр юного зрителя Сыктывкаре. Сейчас только вернулся. Вчера только вернулся Сыктывкаре. Театр нации приехал в Московскую область и Ленинградскую область, дал май месяц, помните. То есть у нас такая идет активная работа, которая у нас будет концерт. В этом году нас очень активно поддержал. Надеюсь, в следующем году наши театры тоже получат деньги на проездные расходы для того, чтобы показывать наше искусство по всей территории Российской Федерации.